Доброе утро, Республика! В ближайшие 60 минут мы будем знакомить вас с полезной утренней информацией. В студии Екатерина Винокурова, Иван Луцкан. Четверг, 24 октября. Доброе утро всем! Сегодня профессиональный праздник отмечает подразделение специального назначения Вооруженных сил России. Проще говоря, это спецназ. Кроме этого, профилактики одного из наиболее тяжелых вирусных заболеваний, поражающего нервную систему человека и вызывающего параличи, порезы, атрофию мышечных тканей, в общем, все самое страшное, и приводящее в конце концов к гибели или инвалидности человека, посвящен отмечаемый ежегодно сегодня, 24 октября, Всемирный день борьбы с полиомиелитом. А в России сегодня отмечается День без бумаги, целью которого является показать на реальных примерах, как и с помощью каких технологий каждая организация может внести свой вклад в сохранение природных ресурсов. Экономия и переработка тонны бумаги способна спасти 17 деревьев, 26 тысяч литров воды, 3 кубических метра земли. 122 года назад в этот день в России проведен первый официально зафиксированный футбольный матч. А 80 лет назад впервые в продажу поступили нейлоновые чулки, создав ажиотаж среди покупательниц. Ажиотаж такой, что в Америке нетерпеливые дамы надевали их прямо на улице. Но сейчас, видимо, нейлоновые чулки заменил iPhone 11. Ажиотаж такой же немаленький, все стоят. День Филиппа наступил в народном календаре. Важное значение для этого дня имели снег и лед. Именно на них обращали внимание наши предки. По снегу судили о будущих прибылях. Если он лег на сырую землю, но не растаял, весной можно было надеяться на хороший доход. Кроме того, утренний снегопад на Филиппа предвещал студеную зиму. Но вот в Якутске снегопад такой маленький-то идет, значит, зима будет не очень. Хороший снег сегодня утром. Как сказать? Если реки к этому времени замерзали, то нужно было обязательно походить по льду. Это сулило улучшение, опять же, в денежных делах. Это по лени не поход. Ну а теперь давайте знакомиться с прогнозом погоды на сегодняшний день. Итак, сегодня в центральных Улусах в 6 часов утра температура воздуха составила минус 9, минус 13 градусов. Днем ожидается минус 4, минус 7. В Заречье утром минус 6, минус 11, днем минус 5, минус 7 градусов. В южных Улусах минус 5, минус 6, утром минус днем до минус 4, в Вилюйских минус 5, минус 9, утром, днем минус 2, минус 4, в Нижнеленских минус 12, минус 23, утром, днем минус 9, минус 16, в западных Улусах минус 7, минус 14, утром, днем минус 3, минус 4. В Колымо-Идигирских Улусах минус 10, минус 26, утром, днем минус 11, минус 17 градусов. В Янских Улусах минус 18, минус 20, утром, днем минус 15, минус 19. В северо-западных Улусах минус 15, минус 18, утром, днем минус 13, минус 15 градусов. В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила минус 8 градусов, атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба, ветер юго-западный 2,7 метров в секунду, днем в городе Якутске температура воздуха составит минус 4, минус 6 градусов. А мы продолжаем эфир и хотим напомнить о том, что наша редакция объявила акцию, посвященную 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, которую мы отмечаем в 2020 году. Если у вас сохранились письма ваших бабушек, дедушек, прадедушек, вы можете поделиться ими с нами. Называется акция «Письма с фронта» по адресу Орджоникидзе, 48, кабинет 201. Можно лично, можно по почте, можно отправить по электронной почте utro.nvk@mail.ru. И также хочу напомнить наш WhatsApp 8 914 279 22 62. Ваши сообщения, пожалуйста, пишите, зачитаем. А далее наш эфир продолжит свежий информационный блок. Передаем слово нашим коллегам. Оставайтесь с нами. В эфире новости, в студии Анастасия Кобызева. Доброе утро.
Президент России Владимир Путин призвал вдвое увеличить товарооборот с Африкой за 5 лет. Об этом российский лидер заявил на экономическом форуме «Россия-Африка». Наша страна готова взаимодействовать с африканской континентальной зоной свободной торговли, поддерживать тесные контакты между комиссиями Евразийского и Африканского союзов. Также Россия будет содействовать сближению режимов африканской зоны свободной торговли и общего рынка Евразийского экономического союза. В планах также расширять сеть торговых представительств и поддерживать бизнес. По словам Владимира Путина, Африка становится одним из центров роста мировой экономики. По оценкам экспертов, к 2050 году ВВП африканских государств достигнет 29 триллионов долларов. В России использовано 59% заложенных ресурсов на национальные проекты. Об этом сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. По его словам, в следующем году на нацпроекты будет направлено почти 2 триллиона рублей, что на 204 миллиарда рублей больше, чем в 2019 году. Один из нацпроектов – это демография. По этой линии в стране со следующего года увеличат материнский капитал. Его размер составит до 466 тысяч рублей. На программу выплаты в бюджете пенсионного фонда предусмотрено порядка 325 миллиардов рублей. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова. Она напомнила, что в следующем году запланировано возобновление индексации материнского капитала. Будет скорректирован и размер выдаваемых сертификатов и остаток средств по частично израсходованным сертификатам. К другим темам 27 октября отмечается Всемирный день аудиовизуального наследия. Накануне празднования этой даты в историческом зале Национальной библиотеки прошел показ фильма из фонда Национального центра аудиовизуального наследия народов Якутии «Секретно, срочно, Губчака». Так называется фильм советского режиссера Александра Косарева 1982 года. В историко-революционной кинокартине снялись порядка 10 якутских артистов, и рассказывает она о периоде гражданской войны в Советской Якутии 1921 года. Главную роль командира Аксенова сыграл якутский актер Степан Емельянов. На встрече артисты не только посмотрели кинокартину, но и вспомнили интересные моменты во время съемок. Когда Богданов был такой оператор, когда я прыгнул с 2-го этажа вниз, и он снял меня, и 2 аппаратами снимали. 1, 2 и он сам. И в нескольких ракурсах. И я падаю. И он потом сказал мне: как мы ошиблись. Оказывается, с тобой надо было работать. А он в конце, только в конце, понятно, дал мне прыгнуть, и все. А уходилось фильм. Так. Ну а теперь к современному кинематографу. Этнофэнтези «Хаар-Кенат» выйдет на экраны в 2021 году. Якутская кинокомпания «Арт Дайду» ведет съемки масштабной картины на основе легендарного эпоса Аланхо. В эти дни съемки проходят в пригороде Якутска. Больше 100 человек задействованы в создании фильма. И еще 100 – это актерский состав. Специально для съемок на сопке Чачур-Мыран возвели древнеякутскую деревню с 10 постройками. Это юрты 13 века. Их воссоздали максимально приближенными к настоящей Уросе. Действие фильма разворачивается сотни лет назад. Это история о красавице Аикуо и молодом богатыре Хаар-Кенат. В переводе с якутского «снежное крыло». Девушку похищают демоны Нижнего мира, богатырь отправляется на ее спасение. Автор сценария Прокопий Бурцев. Хаар-Кенат – это главный герой фильма. Его лучшие друзья Сусар и Хагадас – монгольские персонажи. И мы пригласили монгольских актеров Бальжиня Варинхешик и Мудбаяр Тугулдур. И они сейчас 2 месяца почти у нас снимаются в Якутии. Фильм будет на якутском литературном языке, и какая-то часть будет на монгольском языке. 7 августа у нас был летний блок. Дальше мы после месячной подготовки приступили к осенне-зимнему блоку. И сейчас вот буквально через неделю завершаем осенне-зимний блок. И потом уже в следующем году у нас будут досъемные дни в апреле, в мае. Мы продолжаем следить за развитием событий. Не переключайтесь.
Доброе утро, мы продолжаем наш эфир. Вот есть у нас постоянные или телезрительница, или телезритель, не знаю, но всегда, каждое утро этот телезритель нам отправляет такие сообщения, как: уважаемые наши любимые работники НВК, новый день с добрым, чистым, ну, сегодня четвергом, пусть день будет замечательный. Вот, спасибо вам за эту любовь, мы ее тоже стараемся Да, наши дарить вам. преданные телезрители, спасибо вам. На этом новости хорошие не кончаются. Налоговая служба республики призывает граждан воспользоваться мобильной версией личного кабинета. Его можно скачать и установить на своем мобильном устройстве. Приложение называется «Налоги ФЛ». Подробнее в рубрике «Электронные услуги». Теперь у налоговой службы появилась мобильная версия личного кабинета. Мобильная версия удобна тем, что в нее можно зайти по отпечатку пальцев. Как отмечают в ведомстве, граждане очень часто забывают свой пароль. Рекомендуем воспользоваться мобильной версией личного кабинета. Называется он «Налоги ФЛ». Его можно скачать и установить на телефоне. Помимо того, что мобильное приложение имеет все функции личного кабинета сайта, то есть имеет сведения о задолженностях, об объектах и онлайн-оплату, большой плюс в том, что в нее можно зайти по отпечатку пальцев. Учитывая то, что большинство пользователей личного кабинета часто забывают пароли, мобильная версия очень удобна. В июле этого года стартовала массовая рассылка налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов за 2018 год. Срок уплаты не позднее до 1 декабря текущего года. Также у граждан появилась новая возможность оплатить налоги авансовым платежом. Это значит, одним платежом можно перевести деньги в счет уплаты текущих и будущих платежей. Для этого нужно воспользоваться электронным сервисом «Заполнить платежное поручение» или пополнить авансовый кошелек в личном кабинете. Также информируем граждан, что в этом году поменялась форма налогового уведомления. Теперь к уведомлению платежные документы и квитанции не прилагаются. Вместо этого уведомление содержит полные реквизиты платежа и уникальный идентификатор платежа. Также содержит штрих-код и QR-код для быстрой оплаты налога через банковские терминалы и мобильные устройства. Способ оплаты налогоплательщик выбирает самостоятельно в отделениях банков, через банкоматы и платежные терминалы. Но самым удобным способом является оплата через личный кабинет и электронный сервис на сайте Федеральной налоговой службы. Наталья Колесова, Андрей Рукавишников. Новый день. Доброе утро. Мы продолжаем наш эфир. На очереди наша ежедневная рубрика «Вакансии». Внимание на экран. Итак, требуется рабочей сферы обслуживания, наличие медицинской книжки, допуск, санитарный минимум, прививки. Без вредных привычек, образование среднее профессиональное, в том числе начальная профессиональная заработная плата 28 тысяч рублей. Требуется повар, наличие медицинской книжки обязательно, допуск санминимум, прививки. Без вредных привычек, образование среднее профессиональное, также начальная профессиональная заработная плата 28 тысяч рублей. Вот, кстати, о поварах, да, значит, хорошая профессия. Можно готовить что-нибудь вкусненькое, замечательно, и вдыхать ароматы вкусно приготовленной еды. В любом случае, в алданской, например, столовой повара начинают на день грядущий готовить огромное количество еды, потому что она пользуется популярностью непосредственно в городе Алдан, и первые пробы у нас сняли наши коллеги. Звон посуды сплетается со стуком ножей, ровным урчанием комбайнов и шипением масла. В зал и коридор сочатся умопомрачительные запахи борща, жаркого, маринадов и выпечки. Гармония вкусов и запахов царствует в муниципальной столовой с 5 утра, ведь обед наступает быстро. Повар мясного цеха Анна Гикова шинкует печенку на котлеты. Из имеющегося куска их выйдет порядка 20 штук. Партия сравнительно небольшая. За смену же Анна перерабатывает около 20 килограммов мяса. Котлеты, тефтели, гуляш, поджарка. Из мясной продукции можно приготовить не один десяток блюд. Ну, мне нравится все мясо, как бы со всем мясом работать. Я люблю свою работу.
Вообще люблю, мне нравится работать с мясом. Интересно. Больше возможностей, чем с каким-либо другим. Ну, также и с тестом тоже интересно. Ну, тесто меня не любит. Печенка подготовлена, настал черед рыбы. Ее предстоит разделать и пожарить. Страсть к кулинарному мастерству Анна испытывала с детства. Основной опыт перенимала у мамы, дополняя знания премудростями из книг. А став чуть старше, накормила всю семью своим первым блюдом. Ну, наверное, был борщ первым. Это было лет, наверное, мне 14. Освоить технологию приготовления того или иного блюда несложно, запомнить рецепты тоже. А вот сделать каждое яство незабываемым – это мастерство высшего порядка. Совершенству, как известно, предела нет. И Анна каждодневно покоряет новые профессиональные вершины. С любовью подойти, в первую очередь. С душой, с любовью. Ну, секрет я не могу вам все свои сказать. Потому что у каждой женщины, у каждого повара есть свой секрет. Работа повара считается физически тяжелой, и с этим не поспорит ни одна хозяйка. Готовка обеда для семьи отнимает массу сил. У повара-профессионала, однако, к усталости у плиты вырабатывается иммунитет, и дома Анна продолжает готовить с удовольствием. Обязательно, как, работа есть работа, а семья есть семья. Как я могу не готовить дома? Так же, как и на работе. Это же, мне нравится просто это, и всего лишь. Анна Гикова пришла в мясной цех 5 лет назад. Производство муниципального предприятия масштабно. Меню включает 6 десятков наименований. Ежедневно столовая кормит около 1000 посетителей. Огромен выбор продукции и в кулинарии. Готовыми блюдами хозяйки дополняют семейные обеды и ужины. Я люблю, как они готовят котлеты, окорочка, мясо, поджарку, салатики. Муниципальная столовая кормит как взрослых, так и детей. Повара готовят обеды для 3 школ города. При имеющемся продуктовом разнообразии предприятие, однако, испытывает голод кадровый. Профессионалов высокого класса в отрасли не хватает. Но так как на всех предприятиях общепита Алданского района у нас тоже остро стоит вопрос дефицита кадров. Поэтому мы свои кадры растим сами. Они ежегодно у нас проходят переаттестацию, проходят обучение. Все повара у нас работают с 5-м разрядом. Почти 30 лет назад открытие социального учреждения общепита было ориентировано на малоимущие категории населения. Несмотря на имеющие место сложности в отрасли, столовая остается хлебосольной и щедрой кормилицей. Ведь главный принцип, которого придерживаются повара, чтобы все было как дома. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин из Алдана для «Нового дня». Приятного аппетита всем, кто завтракает в эту минуту. На очереди у нас рубрика «Пусть мама придет». Сегодня мы познакомимся с замечательными родными братом и сестрой, первоклассницей Людой и 4-летним Ваней. Знакомьтесь, родные сестра Люда и брат Ваня. Люда и Ваня. Ване 4 года. Люда у нас в этом году пошла в 1 класс. С 1 сентября 2009 года Люда ходит у нас в 1 класс. Люда очень любознательная, любит заниматься математикой, очень красиво пишет. Ваня у нас тоже очень любознательный, любит заниматься с пазлами, конструктор, знает, что такое величина, длина, различает цвета. Дети очень общительные, неконфликтные, со всеми детьми находят общий язык, как с сверстниками, так и со взрослыми. Люда посещает кружок «Мозаика» и танцевальный кружок «Вдохновение». Любит очень танцевать, петь, читать стихотворения. У Вани развито чувство ответственности, он у нас не конфликтный. Тоже посещает кружки вдохновения, любит танцевать, неоднократно участвовал на утренниках, танцевал матросский танец, хорошо поет, красиво рисует, лепит сюжетные картинки. Ваня какой ты хороший. Ух ты, молодец, да? Давай, аккуратно, аккуратно. Вот так, давай. Делай аккуратно. Так, руками нельзя. Вот. Берешь и вот так. Ну-ка. Ваня, смотри. Вот так. Да? Вот. Тебе нравится рисовать, да, Ваня? Очень нравится Ваня рисовать. Ну, давай тогда вот белую возьмем. Угу. И вот так.
И в это. Белые что мы будем рисовать? Давай вот этот парус сделаем белым. Хорошо? Ладно? Вот, смотри, краска-то у нас белая. Ну, давай. А сейчас ты сам. Ты же у нас умеешь? Давай. Ага, аккуратно. Аккуратно. Вот. О, у нас получается. Я хочу вот это. Ну, давай. Вот этот? Желтый? Да. Это Ага. самый лучший. Давай, давай, да. Заканчиваем. Так, что мы здесь будем рисовать? Ну, давай. Ага. О, какая у нас красивая бабушка получается. Люда и Ваня – усидчивые и терпеливые дети. Они с удовольствием занимаются творчеством. Один из любимых кружков – роспись по стеклу. Дети очень послушные, покладистые и открытые в общении. Первый класс песни сегодня и учиться мы хотим. Все пятерки будут дасить, и кому не отдадим. Будет первый дасить, если будет учить. Ну а мы его, конечно, будем слушать и разбирать. Как и все дети, Люда и Ваня шустрые и подвижные. Они интересуются всем, тянутся ко взрослым, очень нуждаются в семье. Доброе утро, мы продолжаем наш эфир и переносимся плавно в Тампонский район, в поселок Кандыгу, где в Кандыгской школе искусств пошли на смелый эксперимент, провели конкурс «Веселые нотки» для детей младших групп. Как они отреагируют на музыку и что из этого получилось, узнаем из нашего следующего сюжета. Результат этой затеи превзошел все ожидания. Дети очень хорошо восприняли игру-конкурс, активно участвовали и реагировали на все происходящее, отвечали на вопросы, показали определенные знания в области музыки, знания инструментов. Мы их познакомили с миром музыки. Мы их окунули в этот мир. Дети с удовольствием отгадывали названия музыкальных инструментов, собирали пазлы, разбирали инструменты по группам. Темперамент деток, их любопытство не давал никому сидеть на месте. Они живо откликались на вопросы, внимательно слушали музыку и отгадывали знакомые мелодии советских композиторов, писавших для мультфильмов. Мы отгадывали песни из мультиков. То, что есть вот духовые инструменты, клавишные, ударные и струнные. В связи с отсутствием музыкального работника в детском саду воспитатели с радостью согласились на проведение этой встречи. Сами с удовольствием слушали и были удивлены осведомленностью ребят. Давно-давно, я помню, приходили дети, играли на музыкальных инструментах. Вот живую музыку бы действительно послушать детям было бы интересно. И чисто интонирование песен самих, которые специалисты исполняют, поют, вот это бы нам, конечно, не мешало. Потому что мы все не поющие. Очень хотелось бы вот приобщить детей к классике в этой области. В конце визита была проведена командная подвижная игра по складыванию пазлов из музыкальных инструментов, где дети проявили смекалку и командный дух. Мне понравилось там собирать всякие инструменты. Там, например, как-то дудочка там собирать, скрипка, пианино. В конце встречи работники школы искусств подарили детям раскраски с музыкальными инструментами, а дети остались рады этому занятию и ждут их вновь. Нина Ханарова, Мария Винокурова, Кандыга, Тампонский район, специально для программы «Новый день». Доброе утро, мы продолжаем. С 1 января 2020 года республика присоединяется к пилотному проекту «Прямые выплаты». И поговорим мы об этом с гостями в нашей студии. Это Мария Алексеевна Савенкова, начальник отдела администрирования страховых взносов с Фонда социального страхования по Республике Саха-Якутия, и Давас НГ, Варвара Гавриловна, главный специалист этого же отдела. Доброе утро. Доброе утро. Давайте начнем с первого вопроса. Что такое прямые выплаты? Что из себя представляет данный проект? Я думаю, Катерина, сейчас многие слышали про проект «Прямые выплаты». Это проект Фонда социального страхования Российской Федерации, по которому пособие по временной нетрудоспособности и пособия, связанные с материнством,
работающим по трудовым договорам будут выплачиваться не как раньше работодателям, а напрямую работнику от Фонда социального страхования. В данном случае и от нашего отделения. Пособия также будут направляться на банковскую карту МИР или почтовым переводом в зависимости от выбора работника. Сколько и какие регионы переходят на данный проект? В настоящее время уже перешли 60 субъектов Российской Федерации, и в течение следующего года, 2020, будут переходить оставшиеся 35. А наша республика в том числе переходит с 1 января 2020 года. А тогда куда должен пойти работник вот за данными выплатами? Непосредственно к вам или к своему же работодателю? Вся система обращения остается та же. Работник обращается к своему работодателю, только в данном случае ему еще необходимо будет представить заявление установленного образца. А вот эти заявления, где он должен взять? То есть работодатель ему должен будет предоставить или как-то у вас? Установленного образца предоставить работодатель. И есть какое-то право выбора у работника, куда перечислять эти пособия? На карточку, на зарплатную или вообще на какой-то другой счет? Дело в том, что по закону Российской Федерации есть два выбора. Это карта МИР и почтовым переводом. А так выплаты, конечно, он не имеет права выбирать у работодателя, он будет получать, или у фонда. Однозначно только фонд будет перечислять эти выплаты. То есть не обязательно, что это будет зарплатная именно карточка МИР, это может быть какой-то другой счет, да? Нет, как раз-таки банковская карта МИР. А вот для работодателя что изменится в данном случае? С 1 января 2020 года работодатели уже не будут осуществлять начисления и перечисления пособий, но будут обязаны в течение 5 календарных дней предоставить в фонд сведения, которые будут предоставлять работник. Это первое. Во-вторых, страховые взносы по материнству будут перечисляться в полном объеме, и это надо будет учесть при формировании расходов на следующий 2020 год. А вот что-то, какие-то, может, документы надо работодателю подготовить? Вот вообще в целом как подготовка? Да, конечно, работодателю надо подготовиться к переходу. Обязательно, во-первых, надо будет подготовить программное обеспечение, чтобы оперативно направлять данные в фонд социального страхования. И также проинформировать своих сотрудников о том, что меняется схема оплаты пособий. И самое главное, предупредить сотрудников, которые сидят в отпуске до 1,5 лет по уходу за ребенком. То есть там у них сроки, да, получается? Или им надо заявление будет написать, чтобы да, вот эти заявление остатки... написать, да. И уже с 2020 года, с 1 января, они будут получать пособие с фонда социального страхования. А, допустим, какой срок для перечисления вот средств, которые по листку нетрудоспособности положены работнику? В течение какого периода они? В течение 5 дней со дня предоставления работодателю работодатель предоставляет фонд, фонд перечисляет в течение 10 дней. То есть в течение, в среднем максимально 15 дней человек получит свои выплаты по листку, независимо от того, болел он или эта форма была, допустим, беременности, рода. Да. А вообще, вот как вы сейчас информируете население, работодателей по переходу, например? Сейчас у нас ведется большая информационно-просветительская работа. Проведены совещания с главами муниципальных районов и городских округов. Наши специалисты фонда выезжают и встречаются с трудовыми коллективами. В этом году и в следующем году эта работа будет продолжаться, и мы будем также выезжать в районы для того, чтобы информировать трудовые коллективы и встречаться с бухгалтерами. Если вдруг у кого-то остались вопросы, да, после увиденного, да, они хотят получить консультацию, куда необходимо обратиться? Им необходимо обратиться на нашу горячую линию и на наш сайт. У нас на сайте вся информация размещена во вкладке «Прямые выплаты». Там вся информация для работодателей и для работников единиц.
Спасибо большое. Хочется напомнить, что мы сейчас говорили с нашими гостями о проекте «Прямые выплаты», в рамках которого работник будет получать все выплаты по листкам нетрудоспособности, по отпуску по беременности полностью напрямую от Фонда социального страхования. Если есть вопросы, заходите на сайт Фонда соцстрахования и получите все ответы. Ну, а Спасибо, пока... уважаемые гости. Удачного дня, плодотворной работы. Ну а у нас на очереди большая реклама. Оставайтесь с нами. Сайылык тайылла илик табырына. Ол сайын күтін, қатылық құтыннады. Сүлүхүннәк таптал. Эргилли. Сәринне төрдүс күнүттен. Ну что, готовы? Добро пожаловать в Академию будущего «Юнион». Здесь веселые уроки каждый день. Педагоги, которые не только помогут в выполнении домашних заданий, но и научат английскому языку. «Юнион» — это новые друзья, это место для творчества и вдохновения. В продленке дети рисуют, лепят и мастерят. У нас есть все, чтобы ребенок чувствовал себя как дома. Детский скалодром, сухой бассейн, лего-комната, тематические вечеринки, и это все только в «Юнион». Ваши детки не только качественно выполнят домашнее задание, но и с пользой проведут свободное от учебы время, развивая свои творческие и интеллектуальные способности. Ждем вас в Академии будущего «Юнион». Доброе утро, мы продолжаем наш эфир. Буквально в эти выходные в республике и по всей стране пройдет акция «Всероссийский географический диктант», и об этом мы поговорим. С нашими гостями рада представить вам исполнительного директора отделения Русского географического общества Республики Дмитрия Соловьева и первого заместителя руководителя молодежного клуба отделения РГО в Республике Дмитрия Иванова. Доброе утро, уважаемые Доброе гости. утро. Доброе. Ну, что из себя представляет географический диктант? Акция международная, мы знаем, да? Да, эта акция у нас стартовала в 2015 году, и с 2017 года она стала уже международной. Сегодня в географическом диктанте принимает участие более 100 стран. В этом году это будет 104 страны. И это действительно уже такой глобальный охват. Но вопросы в первую очередь касаются нашей страны. Есть вопросы и по мировой географии, конечно, да. Вот. Что касается участия нашей республики в географическом диктанте, то мы с гордостью говорим о том, что мы 2 года лидировали. То есть в 2015-2016 году мы занимали первое место и по количеству площадок, и по количеству участников. То есть у нас вот интерес к географии такой большой. И мы благодарны нашим партнерам, Министерству образования и науки, Управлению образования города Якутска, и крупным нашим таким игрокам — это Национальная библиотека. В первую очередь это СВФУ, которая организует сразу целый ряд площадок на своих корпусах учебных. Ну и другие учреждения, такие как, допустим, Академия наук или исторический парк «Россия. Моя история». А какие вопросы обычно появляются в географическом диктанте, и есть ли какие-то ноу-хау в этом году? Значит, в этом году диктант будет представлять из себя 40 вопросов, 10 это которые базовые, то есть азы, это должны знать все, и вторая часть будет состоять из 30 вопросов, где нужно будет использовать логику и эрудицию, то есть это уже нововведение этого года. В прошлом году было всего 15 таких вопросов, и увеличение в 2 раза в этом году. Я помню, что как-то вот когда проходил диктант, там есть варианты ответа, а было там, где надо было вписать ответ. Вот в этом году как вопросы такого же плана будут или все с вариантами В виде ответа? тестов, да? Первая часть в виде тестов, и вторая уже, получается, уже на записывание, традиция. А на кого направлен, да, в первую очередь? Ну, в первую очередь, конечно, это... Ну, вообще, скажем, направлено на все население, но мы понимаем, что определенный возраст, значит, да, играет значение. Поэтому школьники, скажем, с 6 класса, когда начинается изучение географии, это уже как бы
та социальная группа, которая, ну, является как бы объектом, да, вот. И, ну, так сказать, до пенсионного возраста, и мы видим, что каждый год вот мы создаем условия. Наша главная задача – это создать условия для участия населения в географическом диктанте, чтобы люди лучше знали нашу географию. А для организаторов диктанта это возможность оценить уровень географических знаний в стране и принять некие меры для того, чтобы улучшить качество географического образования. Поэтому вот мы приглашаем совершенно, ну, всех желающих семьями. Это такой семейный даже, можно сказать, отдых в воскресный день. Приходят вот, значит, и дедушки, и внуки, и, значит, взрослые люди, ну, имеется в виду и семьи с детьми, и участвуют активно вот в этой акции. Дмитрий, вы как раз сказали о том, что наша главная задача — создать условия, и вот в рамках этого в каких условиях будет проходить диктант в этом году, какие площадки созданы? Вот, ну, может быть, Дмитрий скажет. По последней информации, у нас в республике будет более 340 площадок, и сам диктант будет проходить в 4 видах. Это у нас, во-первых, очная форма, то есть вы приходите на площадку и начинаете регистрироваться, и проходить диктант. Второе — это у нас онлайн-участие на сайте diktant.rgo.ru. Третье — это у нас участие для инвалидов по зрению. В России будет более 40 площадок, тоже можно узнать на сайте. И также пробная версия диктанта, которую можете тоже пройти на сайте. Ну и проверить свои знания, соответственно. А во сколько начало диктанта? Начало диктанта в 12 и до часу, а онлайн будет проходить после, то есть с 2 часов. И только один день, да, 27-е? Да. Октября. Да, но онлайн-версия, она будет действовать еще какое-то время. Результаты диктанта можно будет узнать уже где-то после 29 ноября. И мы рекомендуем приходить на диктант, вот если вы хотите очно вот, принять участие на эти площадки, которые можно, кстати, увидеть на сайте РГО, найти ближайшую к себе площадку и прийти. Почему предлагаем приходить? Ну, во-первых, приходить немножко заранее, то есть не в 12, а, скажем, с 11 часов, потому что на большинстве площадок организуются встречи с интересными людьми, идет инструктаж, то есть подготовка определенная, да, вот. И вообще это как бы праздник, да, вот, поэтому я приглашаю всех вот, принять участие в географическом диктанте, заходите на сайт, находите ближайшую к вам площадку, и ждем вас на... С собой-то что-нибудь надо иметь? Или паспорт? С собой ничего не нужно иметь. Может быть, какие-то... Да, ручки тоже, ну, может быть, не на всех площадках, но предоставляются, скажем, да. Вот планшеты вот мы предоставляем в историческом парке, ручки предоставляем. Ну, то есть условия на площадках должны быть созданы для того, чтобы человек чувствовал себя комфортно. Ручки не гелевые, не как на ЕГЭ. Да нет, без разницы. Спасибо вам большое за то, что подошли в студию, поделились радостной новостью, что у нас 27 числа в республике пройдет вновь географический диктант. Приглашаем всех желающих принять участие в этой акции. В 12 часов стартует и, соответственно, на всех площадках. В 11 лучше подойти, значит, и проверить свои знания по такому интересному предмету, как география. А мы продолжаем. В блоке крупных премьер 24 октября редкое обилие релизов. Главным претендентом на повышенное зрительское внимание почти наверняка будет долгожданный сиквел комедийного ужастика «Добро пожаловать в Зомбиленд». С этой и с другими премьерами этого четверга знакомимся подробнее в нашей рубрике «Киноафиша». Смотрите сегодня в кинотеатре «Лена» показ долгожданного продолжения культового комедийного хоррора «Добро пожаловать в Зомбиленд». Мы были семьей. Неблагополучной, конечно, но кому сейчас везет? В новой работе Рубена Флейшера беспощадная и бесстрашная четверка охотников на зомби в лице Вуди Харрельсона, Джесси Айзенберга, Эммы Стоун и Эбигейл Бреслин, которые продолжают свое путешествие вглубь страны. На этот раз им предстоит сразиться не только с новыми видами живых мертвецов, но и вступить в схватку с другими выжившими, которые настроены совсем недружелюбно. Кроме того, в собственных рядах охотников намечается серьезный разлад. О, мои извинения, микро Элвис! У меня что, глюки? В кино с 24 октября. Раз в году городок Санта-Клара принимает у себя гостей
Также сегодня зрителей кинотеатра «Лена» ждет яркий анимационный фильм от мексиканских мультипликаторов. В прокат выходит лента «Сельма в городе призраков». Мультфильм повествует историю 16-летней Сельмы, которая выросла в приемной любящей семье. Всю жизнь ум девушки будоражит семейная легенда, которая гласит, что один раз в год открываются врата в другие вселенные. Волей случая накануне этого дня братья Сельмы находят древнюю книгу заклятий. Именно с ее помощью можно путешествовать по иным мирам. Девушка и два ее старших брата отправляются в таинственный город призраков. Только там они смогут найти ключ к скрытому за 7 печатями прошлому Сельмы. Сельма в городе призраков. По пути к неминуемой гибели идем мы. Запишись в мою школу бойцов и стань зверем. Трогательный хит «Арахисовый сокол», атмосферный роуд-муви о герое Заке с синдромом Дауна, который сбегает из дома престарелых ради мечты стать рестлером. На пути ему встречаются очаровательный бунтарь в бегах от головорезов. Его играет Шайа Лабаф, чье имя в этом году не сходит с уст зрителей и кинокритиков. К сбежавшим на плоту героям присоединяется воспитательница, роль которой исполняет Дакота Джонсон, искренне желающая помочь Заку. Современная Одиссея на самодельном судне переворачивает сознание героев и учит самому важному – доброте. Настала пора возвращаться. Мы можем стать семьей. Удивительно добрая, честная картина, которых сегодня совсем немного. В стиле «Зеленой книги» и рассказов Марка Твена. Выбирай. Арахисовый сокол! Арахисовый сокол. В кино с 24 октября. Марго, что у вас на душе? И только сегодня в 18:40 кинотеатр «Лена» приглашает на специальный показ фильма «Троица» на языке оригинала с субтитрами. Делай, что тебе хочется. Марго признается мужу Джорджу в измене со своим студентом Антоном. Любовный треугольник становится для всех ловушкой. Пара обращается к психологу и к священнику. Советы каждого порой кардинально разные. Что важнее, свои желания или любовь к ближнему? Чёрт, не трогай его! Добрый день. Прошу прощения за беспокойство, но после больничного ваш муж не вышел на работу, и уже 3 дня мы не можем ему дозвониться. Желаем вам отличного настроения и приятного просмотра. Доброе утро. Мы продолжаем наш эфир. 28 сентября в городе Грозном Чеченской Республики состоялась торжественная церемония подведения итогов первого очного тура федерального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России-2019». На данном этапе принимала участие победительница республиканского конкурса «Учитель года». А сегодня она в нашей студии. Рада представить вам учителя русского языка и литературы городской классической гимназии Анну Платонову. Анна Алексеевна, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Поздравляем вас и с участием в этом конкурсе, и с победой в республиканском конкурсе. Какие этапы были перед тем, как попасть на федеральный уровень? В прошлом году я выиграла городской этап конкурса «Учитель года». Затем участвовала в республиканском и, к моему удивлению, тоже его выиграла. Таким образом, стала финалистом российского конкурса «Учитель года», который состоялся в этом году. А в чем вот заключались эти этапы? Вот что необходимо было сделать? Какой-то проект, может быть, представить? На российском уровне? Да. Было действительно несколько этапов, заочный и очный. Во время заочного этапа в Москве, например, во время установочного семинара мы писали эссе. В онлайн-режиме крутился барабан, и перед нами появилась тема, на которую мы будем писать эссе. Мы, как ученики, разошлись по кабинетам, взяли ручки и в течение 5 часов создавали такой творческий продукт. Какая тема вам попалась? Тема была общая. Учитель и ученик растут вместе. Очень философская тема. Она кажется очень простой, но достаточно интересной и сложной. Также летом проверяли сайт. Каждый учитель создал свой сайт. Мне в этом помогли родители моих учеников, за что я им очень благодарна. То есть вот по сайту были очень высокие баллы. А еще? А очный этап, который прошел уже в самом Грозном, мы давали все открытые уроки, классные часы. В этом году были изменения. Мы в течение целого часа присутствовали вместе с жюри в одном кабинете. Сначала мы представляли проект урока, рассказывали о методах, технологиях, которые мы выбрали для этого урока. Затем проводили сам урок, а потом отвечали на вопросы и ответы.
А классный час, он проходил тоже в очень интересной форме. Мы по жребию вытягивали, какое направление нам выпадет. Например, социальное, или общекультурное, или общеинтеллектуальное, физкультурно-оздоровительное, допустим. И класс, который нам выпадет. И мы в течение 2 дней готовились, а потом проводили это внеурочное мероприятие или классный час. Вот место проведения было выбрано интересное, да, обычно всегда проводятся этапы там, в Москве, там, в Центральной, а здесь выбран был Грозный. Вот какое впечатление у вас оставила Чеченская Республика и столица? Действительно, нам, наверное, очень повезло, что мы поехали в город Грозный. А получилось это так, потому что победитель прошлого года, Алихан Динаев, он является жителем, участником этого города, да? Города Грозного. Город очень красивый, его отстроили заново, очень чистый, добродушные жители, очень гостеприимные. Было очень много экскурсий, мы имели возможность познакомиться с культурой народа. У них действительно очень глубокие традиции, в общем, очень радушные люди живут в этом городе, всех зовут в гости, поэтому это было очень интересно. На 2 школьных площадках проходил конкурс. В математической школе номер 1 и в гимназии номер 14. А удалось ли пообщаться с коллегами, может быть, где-то обменяться опытом, может быть, какие-то интересные идеи есть у них? Ну, времени было не так много общаться, потому что мы готовились к этим открытым мероприятиям, но действительно мы общались. В этом году было очень интересно, что те, кто не попал из 85 вот в пятнашку, так называется, мы имели возможность поехать в гости к другим школам. Мы, например, ездили с коллегами в гимназию номер 1 имени Кадырова, и там показывали свои мастер-классы. А школа тоже познакомила нас со своей работой, поэтому это был замечательный опыт общения с чеченскими коллегами, с коллегами из России. А вот что для вас самое главное в профессии учителя, на ваш взгляд? Самое главное, наверное, желание работать, желание творить, любить детей, уважать их, проводить интересные уроки, находить какие-то изюминки и, наверное, все-таки все время развиваться. Потому что время идет, и сейчас поколение сменяется очень быстро. Дети, допустим, если, может быть, раньше 10 лет была разница какая-то, то сейчас оно сокращается. И поэтому учителю тоже приходится как-то меняться, менять подходы к обучению, чтобы заинтересовать детей в своих уроках. Анна Алексеевна, но у каждого учителя своя методика преподавания, да, как заинтересовать ученика к предмету. Может быть, вы поделитесь своими небольшими секретами? Ну, приемов, конечно, очень много, и у каждого учителя, наверное, есть свои изюминки. Я стараюсь принести в урок что-то такое интересное, какие-то изюминки, интересные факты. Очень люблю, когда задания носят практикоориентированный характер, чтобы дети понимали, что им в жизни это действительно пригодится. И все ведь еще зависит от возраста. Если это дети 5 класс, 7 класс, то это, конечно, игровые технологии, имитационные технологии. Вы хотели поблагодарить за помощь в участии в этом конкурсе кого? Конечно, я бы не справилась без тех людей, которые были со мной на протяжении всего этого времени. Во-первых, это директор гимназии Ипатьева Ольга Юрьевна, заместитель директора Андреева Клара Егоровна. Вот. Это те люди, которые меня и вдохновляли, и помогали, и вместе мы с ними за эти 1,5 года много чего сделали. Конечно, это коллеги из Института повышения квалификации нашей республики и коллеги из Республиканского клуба «Учитель года». Всем большое спасибо. Анна Алексеевна, дальнейших вам успехов в работе. Спасибо за участие в нашей программе. Отличного дня. Ну а у нас реклама. Оставайтесь с нами. Будь собой, будь популярной, ярко, стильно и не как у всех. Более 1000 моделей по нереально низким ценам. Торговый дом СРБК. Фабрика Сардана открывает юбилейный сезон. Новые модели унтов, торбозов, шуб и головных уборов. Расширенный ассортимент сувениров. Лучшие цены только у нас. Действует система скидок. Фабрика Сардана вместе с вами 50 лет.
Уважаемые жители республики, не упустите возможность приобрести новые квартиры на улице Строителей в городе Якутске. Звоните 459 359. Магазин кожи и меха из снова закрывается. Фабричные цены на все. Спешите купить шубу или дубленку с максимальной выгодой. На Крупской, 13. Сыйдан сырыла, темир көлі атта, уғын аян арғыз тағдығы тұрбытын суаппар күнінен әғарделен тұрамды. Ол күрдік бұқа барығытын үк алтынны сүйірбалықта күнігер кейі алты жастан үрігай. Олы бәтір түрігім жетігер бұқа барығытын аян тәтімеден ұлған түхілгіға үңірамы. Bu yürüle künge, ehkaranan, ıllan toyan ahıqtara sakabıt istradatın çağılkay sulustıra. Onu tahanan, kiri biletinden onyan oğa, bir hantan taksa masınağa anallar belekter. Onunla sürün bir ispet boğalar. Toyota Land Cruiser Fiesta! Soppa! Tükeni! Mütçü tutuma! Kütemi! Ayak tetime. Доброе утро, мы продолжаем наш эфир. Катя, умеешь ли ты садиться на шпагат? Нет, не умею, но с таким гололедом, который сейчас за окном, я думаю, в скором времени не только я, но и все население может научиться садиться на него. Если у вас нет большого желания получить травму, тогда следующий сюжет для вас. Как говорится, у природы нет плохой погоды, но порой у нее бывает своеобразный юмор. Например, в этом межсезонье выпал дождь перед холодами и создался гололед. Серьезное препятствие для нашего населения. Давайте разберем пару примеров о том, как правильно сгруппироваться, чтобы не оказаться очередным в травмпункте. Если вы подскользнулись и падаете, машите руками. Чем больше амплитуда, тем больше шансов удержаться на ногах. Сильнее согните колени, будто приседаете. Постарайтесь за что-нибудь ухватиться. Падаете на спину, как можно шире растяните руки, чтобы уменьшить силу удара и не приземлиться на локти. Постарайтесь притянуть голову к груди, чтобы не удариться затылком. Падаете вперед, согните руки в локтях. Так вы самортизируете удар. Падение на вытянутые руки, из-за этого и происходит перелом запястья. Падаете на бок, максимально сгруппируйтесь, постарайтесь подтянуть ноги к груди. Локти прижмите к телу, постарайтесь приземлиться на предплечье, не вытягивайте руки. Также не забывайте, что обувь должна быть не скользящей. Будьте на «ты» с вашим телом. Выработайте рефлекс правильного падения. Берегите свое здоровье. Андрей Рукавишников, Максим Гоголев. Новый день. И как раз-таки о гололеде мы сегодня говорим с нашим гостем. Если вы хотите задать вопрос травматологу, то можете написать его на наш WhatsApp номер 279-2262, абонент МТС. У вас около 6 минут, поэтому успевайте задать необходимый вопрос. Да, у нас в студии заведующий травматологическим отделением в Республиканской больнице номер 2 Центра экстренной медицинской помощи Степан Семенович Тардуин. Доброе утро. Доброе утро. Сразу же первый вопрос. Какие чаще всего травмы получают люди во время гололеда? Во время гололеда в основном существуют в травматологии определенные термины, которые называются типичные переломы. Это переломы, которые получаются при падении, неправильном падении или неудачном падении, скажем, человека во время гололеда. Это в основном нижняя часть предплечья, шейка бедра и вот лодыжки. Это вот самые типичные переломы, которые сейчас есть у нас. Чем опасны такого вида травмы? Они так и называются, что типичные переломы. Они существуют давно, и как бы уже есть алгоритм их лечения, есть специальные методики их лечения оперативные, есть методики, которые закрыты. Ну, раньше в основном лечили закрытыми способами, это типа гипсовая повязка, иммобилизации. А сейчас мы стараемся, чтобы человек вышел, ну, ногу со временем будем говорить, чтобы человек быстро вышел на работу, быстро стал физически активным, мы их как бы быстро оперируем, стараемся быстро оперировать и привести к нормальному темпу жизни человека. Это есть операции с применением специальных технологий, специальных расходных материалов.
Сейчас очень много фирм медицинских, которые разрабатывают эти пластины, которые удерживают переломы. Существует несколько видов операций, называются открытые операции и закрытые операции. Если, в принципе, есть головная фирма АО «Синтез», это швейцарская фирма, которая с научного точки зрения подходит к всем видам перелома и к его сращениям с помощью иммобилизации своими расходными материалами. Какую первую помощь можно оказать, да, прохожему, упавшему? Чего не делать категорически не стоит упавшему человеку, да? Категорически нельзя Не делать двигаться то, там. что не подойти. Это надо обязательно подойти, спросить, что беспокоит. Мне кажется, так. Это как бы доврачебная, просто человеческая сущность подойти упавшему или потерявшему равновесие человеку, спросить, что беспокоит. Ну, исходя, если он не разговаривает уже, это уже совсем серьезно. Как бы он получил травму головы, связанную с потерей памяти, это уже другой вопрос. Тогда не надо уже сразу вызываете скорую, помощь прохожих еще раз. И если человек говорит, что у него там нога, там, рука, там, и отвести человека, иммобилизовать подручными средствами, как говорят, замотать, поднести на себя и в коробку 0,3. Или в машину и в больницу, приемное отделение. Ну, если, вот так вот. Если острые боли не беспокоят, да? Особо не беспокоит, то надо человеку просто присесть, подняться, посочувствовать, что... Но все равно нужно, наверное, сходить. Да, все равно надо будет сходить. Не заниматься самолечением. Конечно, обязательно. Сейчас очень много случаев, когда проходят как бы с первого раза невидные переломы, потом возникает в виде ложных суставов, человека беспокоит очень долго, человек обращается, а потом говорит: о, оказывается, у меня был перелом. Это касается особенно кисти рук, там, лодыжки там, или пальцев стопы. А вот как ощутить, что есть ушиб или есть перелом? Есть какие-то симптомы? Как отличить? Внешне. Ну, как бы особо нет. В любом случае болит, да болит. Потом... Куда следует обращаться в первую очередь? В первую очередь у нас в городе Якутске существует травматологический пункт по Петра Алексеева, где сейчас скорая помощь находится на 03 здании. Лучше туда подъехать, подойти к специалистам, чтобы они сделали рентген-снимок, посмотрели, пощупали и поставили диагноз. Кроме этого, существует наше отделение, приемное отделение нашей больницы РБ номер 2. Туда можно подойти. Тоже есть там доктора соответствующие, ученые, они могут посмотреть. Сколько длится в среднем лечение перелома? У нас по статистике в нашем отделении, которое поступает, в среднем 13 дней. 13 дней. Это, в конце года выходит даже 13 дней. Спасибо большое, Степан Семенович, что подошли к нам в студию. Хочется пожелать, чтобы пациентов все-таки было меньше в условиях гололеда, и чтобы коммунальные службы любого муниципального района или городского округа справлялись со своими обязанностями и посыпали дорожечку хотя бы песком. Ну а завтра последний рабочий день. Мы увидимся с вами завтра в это же время в нашей любимой студии. Отличного дня!